В буквальном смысле почувствовать, через что проходят дети. Благодаря акции «Сдаем вместе» родители меняются местами со своими детьми. Сегодня взрослым предстоит пройти всю экзаменационную процедуру на собственном опыте. Рамка металлодетектора, видеонаблюдения, сдача личных вещей, телефонов и шпаргалок. Все как на настоящем едином госэкзамене. Правила для всех одинаковые, даже если пройти испытание пришел сам министр образования. Далее заполнение анкеты и сам экзамен. В этом году родители проверят свои знания по русскому языку. Это один из 2 обязательных предметов, которые сдают выпускники для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ. 7 заданий с кратким ответом и мини-сочинения необходимо выполнить в течение 55 минут. А в строку клеточек записать новое значение верного ответа на указанное задание. Участие в акции принимают депутаты, сенаторы, министры. В числе экзаменуемых и депутат Госдумы Бекхан Барахоев. Несмотря на опыт, волнение присутствует, делится парламентарий. Но из-за того, что вот присутствуют и учителя, и камеры, ну и сама обстановка обязывает напрягаться. Ну, кто сдает экзамен. А в нашем случае это были мы. Хотя мы привыкшие и к аудитории, и к большому залу, и к людям, но все равно волнение есть какое-то. А для детей это будет, ну, с другой стороны, они учатся именно готовиться к ЕГЭ. А у нас же не было такого, что мы готовились к ЕГЭ. Мы сдавали экзамены вопрос-ответ, вопрос-ответ. Или писали диктант, сочинение. Все это было в советской школе. А сейчас это все идет по-другому. Так что для наших детей я советую и говорю, и пускай готовятся. ЕГЭ – это несложно. Просто надо не волноваться и быть уверенным в себе. Старт экзамена объявлен в 14:15. Время окончания работы в 15:10. Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» проводится по инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. В этом году акция проходит в 7-й раз и продлится до 31 марта. Ее главная цель – помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Лучше познакомить общественность с правилами и процедурой проведения экзамена. В акции приняли участие около 30 родителей. Так ли боязно сдавать госэкзамены и быть под пристальным вниманием видеокамер? Все мифы и страшилки о едином госэкзамене не имеют связи с реальностью, уверяют сегодня взрослые. Залина Арсакеева, мама и педагог, по совместительству делится, что период подготовки и сдачи ЕГЭ всегда сопряжены с сильным волнением. А эта акция помогает снять лишнее психологическое напряжение, правильно настроиться и помочь своим детям. Это был очень правильный опыт, потому что я действительно заранее боюсь того, что мой ребенок будет сдавать экзамен. И это для многих родителей, конечно же, волнительно, потому что они не ожидают, каковы эти задания, как они построены, они не знают, они не знакомы совершенно с другой системой сдачи экзаменов. И поэтому вот эта новая система образования, для них она достаточно сложная, непонятная. Но для детей, которые в ходе обучения, вот, например, часто пишут эти тесты, это не так сложно, я так думаю. Для них это, в принципе, привычно, и они с этим справятся. 5-й год подряд в акции «Сдаем вместе» участие принимает министр образования и науки Ингушетии. Это мероприятие Эсет Бокова считает больше психоэмоциональным, чем интеллектуальным. Его главную эффективность видит возможности родителям окунуться в атмосферу проведения госэкзамена и лично убедиться в объективности и прозрачности ЕГЭ, и что экзамен для их детей является не столько испытанием, сколько возможностью. Возможность дается выпускникам стать студентом лучшего вуза страны, не выходя за пределы своего города. На протяжении последних 2 лет очень много претерпела изменений сама сдача процедуры ЕГЭ. Она более усовершенствована технически. В 2021 году уже республика перешла на новый метод печати и сканирования аудитории экзаменационных материалов, что исключает практически участие человеческой руки в этом процессе и дает более возможность максимальную проведения его объективно.
И поэтому сегодня участие родителей, оно настолько значимо и важно, потому что они уже дальше транслируют на своих детей, наших выпускников, ту эмоциональную обстановку, которая сегодня здесь создалась. В числе участников был и Мухарбек Барахоев, сенатор Совета Федерации и председатель Государственной экзаменационной комиссии. Он ежегодно контролирует прозрачность проведения экзаменов на участках. Сегодня же он не только проверил свои базовые знания по русскому языку, но и очередной раз убедился в честности проведения ЕГЭ. Этот экзамен, это испытание является одним из этапов в жизни ребенка. Ничего страшного в этом нет. Конечно, эти экзамены отличаются от тех, что мы сдавали, потому что мы брали билеты. Здесь более разноплановые вопросы, задания, но все в пределах учебной программы, все очень просто. Главное и не волноваться. Все ли задания вы выполнили и за какое время вы уложились? Конечно, не скажу, что они были легкие, потому что мы давно закончили школу, но тем не менее мне, например, позволило выполнить практически все задания, опираясь на свою школьную базу. Результаты сегодняшнего экзаменационного испытания сообщат совсем скоро. Акция «Сдаем вместе» продлится до 31 марта. Попробовать свои силы в выполнении сокращенного варианта ЕГЭ могут не только родители, но и бабушки, дедушки школьников, а также общественные деятели и журналисты. Для этого необходимо обратиться в орган управления образованием и уточнить информацию, где и когда будут открыты экзаменационные пункты для родителей. Диана Дударова, Джамалел Султыгов, Новости 24.